Добрый вечер. Сегодня у нас необычная передача. Мы записали это интервью в октябре, когда в Тбилиси проходил праздник города. Ингушский писатель Иса Кадзоев стал почетным гостем грузинской столицы. К тому же Иса Аюбович праздновал здесь свой юбилей. И хотя времени у него было поэтому очень мало, тем не менее он уделил его и нашей программе, за что я ему очень благодарна. Семилетний мальчишка в степях Казахстана. В глазах бездну небес захлестнула печаль. Стали братской могилой немерены версты. Стало сердцем мальчишки булатная сталь. Не забыть, не простить, не оставить погибших. Чтобы жизнь продолжалась в родимом краю, чтоб не плакала мать над расстрелянным сыном, продолжает писать Иса повесть свою. Иса Кадзоев, писатель, диссидент, ингуш. Ему 70, и он прожил 3 эпохи. Эпоха сталинизма отняла у него родину, семью и детство. Потом была перестройка 80-х, и появилась надежда. А в 90-х на Кавказе началась война. Война, которая идет до сих пор под разным названием. Сегодня он хочет, чтобы надежда появилась опять. У него, у всего народа Ингушетии, у всего Кавказа. Со времен монгольского нашествия такого тяжелого периода, как сейчас, в Ингушетии не было. Когда приходили монголы, мы знали, там они, здесь мы. Стеной становились и сражались до конца. А сейчас ты не знаешь, где твой враг. Прямо средь белого дня на улице начинается стрельба. Если бы нам конкретно объявили войну, Кремль сказал, мы идем на ваше уничтожение, то все люди, мы бы знали, что делать. Этого нет, а идет просто и уничтожение нашего генофонда. Иса Кадзоев – один из самых известных и уважаемых ингушских писателей. В 6-летнем возрасте он был депортирован в Казахстан. В 1957 году поступил на филфак Грозненского пединститута. Будучи студентом, начал писать на основе рассказов ингушей и чеченцев о депортации 1944 года книгу «Казахстанский дневник». Из-за книги в 1963 году Кадзоев был арестован и осужден на 4 года лагерей за националистическую и антисоветскую пропаганду и агитацию. Отсидев срок в мордовском лагере, Кадзоев вернулся в Ингушетию. В 1980-х годах возглавлял общественную организацию НИСХО, борющуюся за возвращение Ингушетии пригородного района. Правду говорить легко и приятно, так считал классик Михаил Булгаков. Иса Кадзоев тоже классик ингушской литературы, и его единственное оружие – правда. Говорить ее опасно, но Иса не умеет по-другому. Я убил в своей душе страх, этот барьер я уже прошел. Надо говорить правду. Вот это все происходит потому, что люди отучились говорить правду. Вот знаете, приезжает большое начальство из Москвы, и когда собирает людей, и вот наше руководство, которое обязано было нас защищать, оно начинает лгать. Здесь все прекрасно, замечательно. А в это время начинается стрельба. В 2003 году сын Кадзоева Зелимхан был арестован и обвинен в участии в нападении на пост Североостинской и Ингушской милиции в 1998 году. Зелимхана осудили на 24 года. Весной 2005 года в результате спецоперации был убит другой сын Кадзоева, Изнаур. За 7 месяцев до этого силовики утверждали, что Изнаур находился в числе боевиков, захвативших школу в Беслане, и был убит при штурме. Сам Иса Кадзоев 2 года назад снова едва не попал под уголовное преследование за писательскую деятельность. В 2007 году, после выхода его новой книги «Обвал», в которой описывается борьба ингушских абреков с выселявшими ингушей русскими солдатами, депутат Госдумы Дмитрий Рогозин просил Генпрокуратуру России проанализировать произведение на предмет наличия в нем признаков возбуждения национальной вражды. Но прокуратура в возбуждении уголовного дела отказала. Наше знакомство с Исой Кадзоевым состоялось в праздничной обстановке.
Юбилей одного из самых известных ингушских писателей отметили не на родине, а в Тбилиси, зато в кругу очень близких друзей. В доме музея поэта-романтика Николоза Бараташвили собрались писатели, ученые, бывшие диссиденты. Многие из них сегодня члены правительства Грузии, а Иса для них друг и соратник. Иса большой писатель. Он как бы летописец своей небольшой, но очень любимой страны, которая ведет героическую борьбу за существование в течение последних более чем 200 лет. И Бог даст, вечно будет жить этот народ, прекрасный народ. Вся нация была выслана. Исе было лет 7. Он воспитывался в детдоме и своими глазами видел эти ужасы. Была столовая, как обычно. В столовой были 2 форточки, откуда они должны были брать обед. Значит, на одной форточке был нарисован полумесяц. На второй был портрет Сталина. Эти дети, маленькие дети, должны были сначала подойти к первой форточке, к полумесяцу. И должны были попросить: Аллах, дай мне хлеба. А в ответ из форточки выходила комбинация 3 пальцев. А потом эти дети уходили оттуда, подходили ко второй форточке, где был плакат Сталина. И просили: дядя Сталин, дайте нам хлеба. Из форточки, значит, выходил борщ с хлебом. Лучший подарок для друга из Ингушетии – учебник ингушского языка. Его выпустил Тбилисский государственный университет и институт языкознания. Мераб Чухуа, ученик известного грузинского академика Арнольда Чикубава, доказывает генетическую общность грузинских и нахских народов. Специально к юбилею он перевел на грузинский язык известный роман Кадзоева «Над бездной». Без кавказских племен грузинский народ никогда не существовал и не может существовать. Это такая же защита для Грузии и для грузинского народа, как и Кавказский хребет. Также кавказские народы, проживающие на Северном Кавказе, всегда, по сей день защищают Грузию. Иса в долгу не остался. Своим тбилисским друзьям он рассказал пронзительную историю. Грузинский фильм о мальчиках, разделенных судьбой и неволей, как оказалось, стал популярным и в Чечне. Потому что слово «нана» – «мать» не требует перевода ни для грузин, ни для вайнахов. А с неволей трудно смириться любому кавказцу. И произносит «Вайнана». Мужчины закричали, завыли чеченцы ингуши волк. И этот крик, когда в тяжкие моменты в войнах его произносят, вот там звенели стекла, женщины подняли страшный плач. Ползала без сознания. Я повернулся, женщина лежит без сознания. Это у нас на генетическом уровне. Это кровь кричит кровь. Общие кавказские гены, общий кавказский праздник. На самом ярком празднике столицы Грузии, Тбилисоба, выступает лучший ингушский ансамбль. Иса Кадзоев привез на свой юбилей в Тбилиси мелодии своего народа.